Ровно 100 дней, как Минприроды возглавляет Магомед Евлоев, а значит, считают в министерстве, пора подводить некоторые итоги работы. Экологическая безопасность Ингушетии – главная тема на пресс-конференции, и журналисты не упускают случая задать интересующие их вопросы. Первый из них касается реализации нацпроекта в республике, в частности, касаемо ликвидации мусорных свалок и сохранности лесов. Какие работы ведутся в этом направлении и планы на следующие? На следующие годы у нас, например, запланирована ликвидация свалки в городе Молгобек общей площадью 20,8 гектара. Данная свалка является одной из самых крупных в республике. Наша заявка была одобрена. Ликвидация свалки намечена на 2021-2022 года. Общая сумма ликвидации свалки 1 миллиард 319 миллионов. По лесовосстановлению нами в этом году проведена огромная работа. Было посажено около 78 тысяч саженцев на площади 30 гектаров. Данная работа также в следующем году тоже будет продолжена. Также речь зашла и о строительстве мусорного полигона. Планируют ли этот вопрос решить в ближайшее время, интересуются журналисты. По словам начальника экобезопасности, согласно указу президента страны, они должны построить мусороперерабатывающие комплексы. Строить их планировали в разных районах, но свободных земельных участков мало. Тем более, что такие объекты должны возводиться далеко от аэропорта. Мы смогли определить один участок в сторону Эбби-Кюрта, но это верхний Чулки участок. Он не входит в зону двух аэропортов, и на этом участке мы планируем построить единый объект экотехнопарк. На этом объекте будет, соответственно, полигон и весь комплекс обрабатывающих и перерабатывающих вот этих установок. Естественно, по указу президента мы должны создать инфраструктуру для переработки всех запрещенных к захоронению отходов. Это больше 100 видов отходов. Все отходы, которые имеют полезные фракции, помимо этого на полигоне обязательно надо компостирование делать, то есть и органические отходы как-то перерабатывать. Как утилизируют опасные бытовые отходы – следующий вопрос. В Магасе ежедневно можно наблюдать за тем, как их чаще выбрасывают в общую урну. Будет ли регулироваться этот вопрос министерством? Как отмечают специалисты Минприроды, в столице есть отдельные контейнеры, куда складывают такие отходы. На сегодняшний день все это сделано для того, чтобы организовать экологическое просвещение и сформировать экологическую культуру населения, в том числе и по этим ртутным лампам. То есть, чтобы их не выбрасывали куда-то на свалки, а уже конкретно туда сбрасывали. У нас ряд организаций есть в республике. На моей памяти наличие лицензии на обращение с первого класса опасности с отходами – это ООО «Интека» у нас и республиканская экологическая компания. Конечно, не обошли стороной и проблему с мусором в республике. Многие жалуются, что региональный оператор не справляется со своими обязанностями и не вывозит мусор в установленный срок. Журналисты интересуются, кто контролирует рекоператора. Дело в том, что у нас на территории нашего субъекта действует с 2018 года, да, если я не ошибаюсь, единый региональный оператор ООО «Экосистема». Может, я ошибаюсь, но с моей точки зрения он с поставленной задачей не справляется. В этой части еще бытность предыдущего исполняющего обязанности министра был издан соответствующий приказ о расторжении и ведут судебную тяжбу в арбитражном суде нашего субъекта. Предполагается создание 3 региональных операторов, 3 зоны мы хотим сделать, потому что один не справляется. Спрашивают и об экоактивистах, которые участвуют в различных субботниках и мероприятиях. Будут ли им оказывать какую-нибудь материальную помощь? И наши помощники первые, которые по первому нашему зову всегда с удовольствием присоединяются. Когда у них какие-то трудности, мы понимаем, что все наши экоактивисты – это молодые ребята, в основном студенты, которые нигде не работают. И в этой части мы будем оказывать им помощь. И не только помощь, но будем также поощрять. Подводя итоги встречи, руководитель Минприроды отметил, что задач, стоящих перед ведомством, немало. Каждое начатое дело будет доведено до конца. Светлана Томова, Майрбек Мержоев. Новости 24.